никто кроме нас, нашу республику, больше любить не будет. И беречь ее больше не будет. Никто кроме нас Россию, нашу матушку, больше любить не будет. Вот об этом смысл. Поэтому это девиз подходит всем, начиная от семьи, заканчивая всего. Ну и последнее, конечно, вот меня очень сильно вчера, с каким бахвальством, с каким вот, я не хочу внешнюю политику лезть, но тем не менее, там, Порошенко закончил где-то выступление словами, там, «Прощай, немытая Россия», там, «Страна рабов» и так далее, там, процитировал, насколько я помню, там, Лермонтова, да, вот. Но, конечно, не хочу там говорить какие-то слова, потому что президент государства Челов. Но при этом ему надо было его там помощникам напомнить, что когда Лермонтов писал, в Россию входила в том числе Украина. Это относилось тоже к Украине. И к чему я эти слова вспомнил сейчас? Всем хочется видеть Россию немытой, грязной, а не такой, какая сегодняшняя, и какая идет на подъем. Всем хочется видеть Россию там 90-х, тех годов, не советского прошлого великого державного, а вот того провального периода. Но сегодняшнюю Россию не устраивает. Поэтому и в спорте нас хотят везде засудить, придумать что угодно. Совершенно не спортивным образом. И в политике, в том числе, не то, что там двойная, а тройная даже политика во всех отношениях. Если те же коалиции во главе США бомбит там то, что им надо, то это нормально. А если у нас что-то происходит, то значит это ненормально. То есть это тоже надо понимать. Это тоже надо понимать. И с каждым днем эти атаки могут усиливаться. Поэтому, конечно, здесь я хочу искренне сказать тем, кто стоит за этим. Огромное спасибо, что удержали в том числе борьбу в олимпийском виде спорта. А почему там? Это тоже политика. Это не просто так придумано. Придумали скучно, не скучно, а потому что нет лидеров в этом направлении, кроме России. Нет. Но при этом придумывают туда впихивать в это олимпийские виды спорта совершенно непонятными названиями там зимние или какие-то виды спорта. Почему? Потому что они известны в Америке, в Европе, и они там найдутся, они будут первыми, я думаю. Это нормально. Поэтому нам надо это все понимать. И всем другим, кто выдержал напор на спорт. Ну что мы видели там с этими олимпийскими играми. Даже паралимпиады не допустили. Это насколько должны быть циничные люди. Нам от этого расстраиваться совершенно не стоит. И надо вспомнить Денис воздушно-десантных войск. Никто, кроме нас, никому, кроме нас, наши паралимпийцы не нужны, наши чемпионы нужны. Никто, кроме нас. Вот идите вперед и как там, не хочу называть плохими словами, там, как-то вот, но окончание фразы такое: караван будет идти. Вот и все. Караван идет. Мы дальше будем идти и с помощью Всевышнего, с помощью нашей всей организации, с помощью федерации мы в Далайнере проведем очень достойный наш чемпионат, представим республику и завершим, торжественно закроем, и будем уже дальше, согласно нашего плана мероприятия праздничного 25-летия республики. Это